Уважаемые участники судебного заседания, мы выслушали позиции сторон, пояснения представителей государственных органов, привлеченных по данному делу в качестве третьих лиц. На этом исследование материалов по делу Алмазбекова Тилека Алмазбековича считается окончено. В этой связи предоставляется право заключительной речи. Алмазбеков Тилек Алмазбекович, прошу вас, пройдите к трибуне. Вам предоставляется право заключительной речи. Спасибо. В своей заключительной речи я хотел бы отметить, что лишение гражданства – это крайняя мера все-таки, которая может затронуть судьбы людей. Эта практика затрагивает не только индивидов, но и ставит под угрозу социальную стабильность и доверие граждан к государству. Подход к данной норме должен быть осторожным, продуманным и четко регулируемым законом. Я понимаю, что защита национальной безопасности, как здесь постоянно было сказано, это очень важная задача. Но также я не отнимаю тот факт, что должен быть четкий критерий. А иначе, извините меня, я как сейчас пример приведу, последние 3-4 года у нас уважаемый ГКМБ проводит под эгидой угроза национальной безопасности, изъятие бизнеса, имущества. Все идет под эгидой угрозы национальной безопасности. К сегодняшнему предмету не относится. Но абстрактно же относится. Почему нет? Потому что четких критериев там тоже нет. И другой важный аспект – это влияние на общественное восприятие власти. Принятие норм, которые ставят одних граждан в привилегированное положение, а других в зависимость. Также тут много было сказано о том, что потом постфактум можно через суд обжаловать. Но что мешает это делать до? Чтоб не было потом судебной волокиты и бюрократии. На основании мною сказанного я прошу признать пункт 2.1 части 2 статьи 26 Закона Кыргызской Республики о гражданстве Кыргызской Республики противоречием части 1 и 2 статьи 23 и части 2 статьи 51 Конституции Кыргызской Республики и отменить его действия. Спасибо. Присаживайтесь. Айдар Хасмалевич, вам предоставляется право заключительной речи. Спасибо. Уважаемые участники конституционного судопроизводства, уважаемые судьи, мы заслушали всех привлеченных лиц и сторону, обращающую сторону, и мы, сторона ответчика, по-прежнему остается при своих мнениях. И хотел бы обратить внимание суд, когда вы будете находиться в совещательной комнате, будете выносить решение. Здесь вопрос обращающая сторона ставит о том, что упор делает на то, что лишение гражданства не должно быть так жестко описываться в законе, но здесь речь идет о не лишении гражданства, а утрата гражданства. Сама статья 26 говорится о том, что в каких случаях государство может применить эту норму и утрачивается гражданство. То есть здесь лица, приобретшие гражданство, и по рождению надо тоже различить, прошу, различить в этом случае. И международные нормы тоже предусматривает, что государство может поставить ограничения со своими нормативно-правовыми актами о прекращении гражданства в случаях нарушения каких-либо требований государства, то есть условий государства. Но этих условий мы уже сказали, что там должно быть 3-4 условия, жесткие условия. И мы остаемся. Прошу отклонить ходатайство страны и в удовлетворении отказать. Присаживайтесь. Спасибо. Уважаемые участники судебного заседания, на этом рассмотрение дела по обращению Алмазбекова Тилека Алмазбековича о проверке конституционности пункта 2 прим. 1 части 2 статьи 26 Закона о гражданстве Кыргызской Республики считается оконченным. Суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения. Прошу всех встать.